В истории Калмыкии, в истории калмыцкого народа можно вычленить несколько групп, которые вошли в состав различных казачьих войск, которые несли охрану границ российского государства от Черного моря и до степей Сибири, Южной Сибири. В данном случае, наверное, правильнее было бы их разделить на три группы. Значит, первая группа — это калмыки-казаки Дона и Украины, в состав которого входят как донские калмыки, так и чугуевские калмыки, беляевские, острогожские, еще несколько мелких групп, которые в последующем все влились в состав Великого войска Донского. В принципе, все их потомки сейчас относят себя к донским калмыкам-казакам. Вторая группа калмыков-казаков — это калмыки-казаки Среднего Поволжья и Приуралья. К ним относятся в основном ставропольские калмыки, оренбургские калмыки, уральские калмыки, которые служили в составе трех различных казачьих войск: уральского, оренбургского и ставропольского калмыцкого войска. Ну и кроме того, были также калмыки, которые служили в составе астраханского казачьего войска, и так называемые терские калмыки, которые входили в состав, соответственно, терского казачьего войска. Самым первым из них это была этническая группа, связанная с донскими казаками, которые появились на Дону еще в конце 17 века. История их появления была связана с тем, что в ряде случаев в ходе междоусобиц некоторые какие-то этнические группы или подгруппы терпели поражение с противником, и, стремясь уйти от, что называется, от разорения, от гибели, они перекочевывали на территорию Донского казачьего войска и давали присягу донским атаманам, принимали таким образом казачий статус, но при этом сохраняли свою религию, сохраняли свой образ жизни, но в обмен на разрешение кочевать на донских землях они принимали обязательство нести военную службу наравне с казаками. Потом в последующем, по тем или иным причинам, они могли выбыть с территории войска и вернуться на территорию ханства. Поэтому контакты, миграции между донским войском и калмыцким ханством были достаточно распространенными. К концу XVIII века на территорию войска Донского одно время даже откочевал Большедербетовский улус, но в начале XIX века атаман Платов решил покончить со всеми вот этими переходами, со всеми этими перекочевками, и он ввел ряд мер, которые, скажем так, регламентировали образ жизни калмыков, донских калмыков и их службу в составе Донского казачьего войска. Во-первых, были уже запрещены все этого рода переходы с территории войска и на территорию войска. Их всех пересчитали в реестре, то есть стало известно точное количество. Была возложена соответствующее количество квота на несение военной службы. И кроме того, калмыкам было запрещено теперь перекочевывать по всей территории войска. Им была специально выделена территория, которая так называлась кочевье донских калмыков. В последующем эта территория была переименована в 8-й округ, а затем Сальский округ войска Донского. На территории, в составе этого Сальского округа войска Донского существовало 13 донских станиц, которые были разного происхождения. 6 из них считают дербетовского происхождения, это Пемдякинская, Чунусовская, Платовская, Богобурульская или просто Бурульская. И две новые станицы, которые образовались уже в 1830-х годах, то есть уже после реформы атамана Платова, после войны 12 года. Вот эти две новые станицы — это Геленгакинская и Кивидовская. Две станицы происходили от улуса Таганбатора, Зюнгарского Тайши, который перекочевал на территорию войска Донского еще в конце 17 века, но произошло это, минуя территорию Калмыцкого ханства, то есть зюнгары, белые калмыки, Таганбаторы перекочевали на территорию войска Донского, минуя территорию Калмыцкого ханства. Потом в последующем они трижды переходили на территорию ханства, трижды возвращались, но в конце концов остались на территории войска Донского, и на базе вот этой группы сложилось две калмыцкие станицы, которые получили позже наименование Тевднякинская и Зюнгарская, или Рентановская. То есть по имени тех наёнов, которые руководили этими станицами. То есть Тевднякинской руководил Тевден наён, а Рентановская — Рентен наён.
внук Тавдена Иона. 3 станицы были таргутовские, значит, это Эркетинская, это Бахшаракинская. И 3-я станица Батлаевская, или раньше ее называли Болтуковской. Она была богутовского происхождения, поэтому еще так имела наименование Богутовской станицы. И 2 станицы были сборного происхождения. Они были составлены из калмыков, которые переселились на территорию войска Донского, с территории Слободской Украины и Новороссии. Значит, те калмыки, которые раньше служили в составе Чугуевского казачьего полка, в последующем они были переселены, большая часть их была переселена на территорию Новороссии в состав Екатеринославского казачьего войска. После упразднения этого казачьего войска в конце XVIII века калмыков-казаков, которые были чугуевского происхождения, переселили на территорию войска Донского, где они в последующем основали станицу. По-калмыцки называлась Балдырской. Позже ей было присвоено имя атамана Потапова, поэтому она больше известна как Потаповская станица. 2-я группа калмыков, которая переселилась с территории Новороссии, так называемые беляевские калмыки, которые несли службу на новой укрепленной линии в районе села Беляево, местечко Беляево. Поэтому они получили такое наименование. Но большая часть этих калмыков составляли калмыки, которые ранее несли гарнизонную службу на территории крепости Ростовской крепости. Сейчас эта крепость известна как город Ростов-на-Дону. Эти калмыки служили на так называемом Доломановском форштате, поэтому они больше известны как доломановские калмыки. В конце XVIII века доломановских калмыков выселили на территорию Новороссии, как раз присоединили к этим беляевским калмыкам. И они, соответственно, доломановские калмыки, хотя и было большинство, но они приняли имя беляевских, и они больше ныне известны именно как беляевские калмыки. И вот сама эта станица, она так сохранила наименование Беляевской. Вот, если вкратце, то история вот этих 13 калмыцких станиц, которые входили в состав войска Донского. В принципе, большая часть калмыков-казаков, которые дожили до начала 20 века, до революции, в последующем переселялись на территорию Калмыцкой автономной области, они были происходили как раз из Донского войска. Это были как раз донские калмыки, казаки. Среди них было большое количество, они несли военную службу, среди них было большое количество воинов, которые отличились в различных боях, это можно просто перечислять бесконечно. К числу самых известных, наверное, следует отнести Василия Алексеевича Сысоева III, который отличился в годы наполеоновских войн, потом был походным атаманом, какое-то время даже исполнял должность наказного атамана Кубанского казачьего войска, участвовал в Кавказской войне, достиг чина генерал-лейтенанта. То есть это был очень прославленный командир. По своему происхождению, хотя он был в тот период, с начала XIX века, этот род уже сильно обрусел, но по своему происхождению этот род имел калмыцкие корни. Калмыцкие корни имели такие известные донские атаманы, как братья Багаевские, Митрофан Багаевский, Африкан Багаевский, ну и целый ряд других деятелей донского казачества. Если говорить о советском времени, то самым известным донским калмыками-казаками, конечно же, является генерал-инспектор кавалерии Красной Армии Акай Иванович Городовиков и его племянник, первый секретарь Калмыцкого обкома партии Бахман Бадминович Городовиков, которые оба были героями Советского Союза, были удостоены самых высших наград Отечества.